Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках. Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. 19 снежня суд Маскоўскага района Мінска прыняў рашэнне не высылаць прэс-сакратара Аб'яднанай грамадзянскай партыі Ганну Красуліну з Беларусі. Хаця, здаецца, ўсё ішло до того, что год мы яе не побачым на беларускай зямлі. Про тое, як ішоў судовы працэс, ці чакана гэта было і што паўплывала, можа быць, на гэтае рашэнне суду, мы сёння і пагаворым з Ганнай Красулінай. Добрый день, спадарня Ганна. Добрый. Ну, я нагадаю адразу, што прычынай афіцыйнай, каб вас выслаць з краіны, паслужылі 3 адміністрацыйныя правапарушэнні, 2 штрафы за ўдзел у масавых мерапрыемствах і адзін самы страшны, вот, што можна толькі сабе ўявіць, парушэнне, якое можа сабе дазволіць грамадзянін Беларусі, гэта праезд зайцам у грамадскім транспарце. Прычым усе гэтыя адміністрацыйныя парушэнні, якія пацягнулі за сабой штрафы, яны былі аплочаныя. Тым не менш, вось такое вот рашэнне было прынятае, дзесьці там наверсе выслаць на год Ганну Красуліну, грамадзянку Расіі, з Беларусі. І вот у мяне пытанне да вас, спадарня Ганна, вы не спалохана там зацяліся, не пачалі пакаваць торбачку адразу, вот як толькі такое рашэнне вам аб'явілі, а вырашылі пазмагацца. Некалькі гадоў таму, здаецца, ўжо там амаль 4 гады, з Беларусі была таким же чынам высланая праваабаронца Алена Танкачова. Яна таксама там змагалася, нічого не дапамагло, выслалі. Вот маючы перад сабой такі вопыт чалавека, праваабаронца, дасведчанага ў ўсіх юрыдычных аспектах, якая не здолела адстаяць там сваё знаходжанне ў краіне. Чаму, вот, ці верылі вы, што вот я пойду, я буду змагацца, і у мяне атрымаецца? Я точно знала, что я буду змагаться, то есть я верила в себя. Но то, что у меня получится, это, конечно, это просто фантастика на самом деле. Очень меня это вдохновляет, и мы об этом, конечно, поговорим. То, что касается Алены Танкачевой, мы с ней и раньше были знакомы и дружны, и когда ее высылали, но у нее интересно получилось. Она сумела растянуть вот этот весь процесс высылки примерно на 4 с лишним месяца. То есть они каждый раз как можно позже подавали апелляцию, в следующую инстанцию и так далее. И получилось где-то 4 месяца. Представьте, у меня они за 1 месяц прокрутили. То есть они, уже используя опыт той высылки, они сделали таким образом, так быстро. Представьте, ГУВД Минского горисполкома, главное управление, оно приняло решение за 1 день. Я 28-го подала свою жалобу вечером, а 30-го утром они мне уже сказали: все, и ваша высылка, как была на 30-е назначена, так вот прямо сейчас, на сегодня, на 30-е и будет. Вон техники стоять на вокзале, это чакают. было, конечно, да. То есть, как бы, ну, реально, это 3 недели, 30 дней, вот примерно принимается это решение. Но никогда за 1 день, понимаете, никогда за 1 день ГУВД решение не принимает. И тут для меня все, что хотите, это называется, да, любой каприз. Вот. И за 1 день они вот... И получилось, что за практически с 13 ноября и 18 совершенно точно они вели таким образом, 18 ноября в 16 часов назначив суд, чтобы часам к 7 его завершить. И совершенно точно приговор был решение по моей жалобе, не в пользу меня. Оно совершенно точно было подготовлено. Но вы скарысталіся яшчэ таким варыянтам, скажем так, якім на маёй памяці, здаецца, Алена Танкачова не карысталася, гэта зварот у расійскую амбасаду. Маўляў, тут што ж вы там сядзіце, вот наших б'ют. Хороший вопрос, не знаю, обращалась ли Лена. Мы с Леной встречались. Как только прошла вот эта информация, она мне написала, сразу предложила свою помощь, мы с ней встретились и обсудили ситуацию. И она сказала: я тебе весь свой опыт, вот все, что касается, да, я тебе все сразу передам. И вот, например, адвокат, которого она мне посоветовала, это вот Лена мне посоветовала, прекрасный адвокат Наталья Мацкевич. Ну, да, адвоката мы еще вернемся. Да. Мне просто вот цікаво, а вот сама идея зворота в российскую амбассаду, она кому належала? Во-первых, мне сказали все: обращайся везде. И мне кажется, что и Лена такой же совет давала. Да, Лена давала такой совет.
Вот. Другое дело, что я, когда обратилась в российскую амбассаду, я не написала «прошу помочь» или «прошу принять», или там, я Или написала... Путин, введи войска. Вот это вот меня больше всего, понимаете? Значит, я написала только «сообщаю», что происходит то-то и то-то. Причем я написала, что сообщаю, что происходит ухудшение не столько моей как бы ситуации, сколько двух граждан России, это моих родителей. Вот я реально, у меня старенькие, правда, родители, очень действительно слабые, и поэтому вот меня беспокоило, их состояние. Ну и в любом случае я догадывалась, что, вернее, даже не догадывалась, я уже знала, что российская амбассада в курсе, что она следит за делом. Другое дело, что они ждут вот просто вот этой вот как бы официального какого-то с моей стороны шага. Я специально написала, хотя формула это «прошу защитить интересы вашей гражданки». Но я эту формулу, мне так юристы написали, я ее зачеркнула и написала «сообщаю». Вот про это «Путин, введи войска» я рассказывала реально на приеме вот этого вот временно исполняющего обязанности начальника УВД Московского района, Колодинский такой Дмитрий Иосифович. Именно он подписал вот это постановление о моей высылке на год. Вот он, вот тот человек, который завизировал. Я говорила, что вы делаете? Вы даете в руки сейчас, в той ситуации, в которой мы и так непростой находимся, вы даете тот козырь, который россияне, российские власти используют против России так, как им будет выгодно. Я говорю, вы понимаете, что вы делаете? Вы это вплоть до вопросов суверенитета сейчас мы с вами. Зачем вы это делаете? Я ему это объясняла. Вот в том-то и хитрость, что они ни про имидж страны, ни про вопросы суверенитета они понятия не имеют. То есть МВД решает свои маленькие как бы задачи. Вот им сказали, чтобы в головах граждан не было никакой альтернативы. Вот они выполняют. А то, что потом как бы придется разгребать, ну это как бы не мы, это как бы МИД будет разгребать. То есть, вот понимаете, это как бы не наши ведомственные интересы. Я вот разумею, з вами з гэтым згодны. Ну вот наконт от опісання мыслення там чыноўнікаў і МУС і астатніх. Мне не зразумела вот как бы іншае. Я разумею там Алена Танкачова, кіраўніца праваабарончай ініцыятывы, чалавек видны, якая і по замежжах там ездила, прадстаўляла вот праваабарончую нейкія структуры беларускія. Но я разумею там, калі там нейкія лідары апозіцыі. Ну вот здаецца чалавек, ну вот прыгожая жанчына сядзіць у офісе АГП, выконвае свае функцыі, абавязкі прэс-сакратара, і ўсё. Вот якім вот чынам дамагчыся вот гэтай ідэі, заткнуць там людям там рот, ці там, скажем, вывести з мозга саму думку про альтэрнатыву, выкінуўшы з краіны прэс-сакратара. Вот. А вот тут очень интересный момент. Дело в том, что не очень хорошо меня видели, как бы, скажем так, те, кто не очень часто обращают внимание на работу Объединенной гражданской партии. А вот специалисты, я думаю, вы знаете, да, что по каждой партии, там, я не знаю, это в КГБ или в администрации президента, или в ОАЦИ, я не знаю, в какой конторе, да, но по каждой партии работает набор специалистов. И они очень хорошо знакомы с нашей работой, то есть они еще слушают внутренние переговоры, знаете, на офисе прослушка стоит. Читают доклады сексотов. Да. И вот как раз вопрос в чем? В том, что они как раз прекрасно знали, что я, как вот у нас написано в заявлении ОГП потом, когда уже было, что я ключевая фигура в информационной политике партии. Да. Вы думали, Лябедька головный? Нет, Красулина, шэры кардынал, які дергая за ниточки белорусской оппозиции. Но на самом деле, сами понимаете, Лебедько лидер партии, да, он фигура, это человек, которого информационная служба должна полностью продвигать. Я руководитель информационной службы, то есть в пресс-секретарь в обязанности мои входило еще и руководство пресс-службой полностью, плюс подготовка всех информационных там листов кандидатов, всех листовок, плюс подготовка самих кандидатов во время кампании. То есть у меня довольно большой спектр обязанностей. И вот как раз те службы, вот те, которые за нас отвечают, они очень неплохо понимали, что Красулина действительно значимая фигура, и что если Красулину выкинуть, то это серьезно ослабит коммуникации партии с людьми и с прессой. Поэтому в данном случае другое дело, что да, меня не очень видели, я не очень высовывалась, именно потому, что я прекрасно понимаю, как не очень симпатично выглядит российская гражданка вот в оппозиционной партии. Я понимаю, да, вот тролли, которые на это всегда упирали, да, действительно это не очень хорошо.
Я вообще против того, чтобы россияне здесь занимали какие-то посты и куда-то попадали. Но как бы потому что в большинстве своем россияне, к сожалению, вот они находятся под влиянием, хотя, может, это не совсем так, под влиянием вот этой пропаганды, да, но в любом случае, вот эта вот российская официальная политика, это катастрофа. Вот эта война, которую Россия развязала в Грузии в 2008-м, и я в школе Добровольского, мы, руководила группой, там мы разделились на несколько групп, 3 группы у нас или 4 было, и мы анализировали ситуацию международную, Беларусь и соседи, что происходит вокруг нас, и как мы сможем, вот, и мы прогнозировали ситуацию. И мы в 2008 году спрогнозировали нападение России на Украину, то есть военный конфликт. Нам все эксперты сказали, это полная фигня. Этого не будет, у них нет ресурсов, того всего. Мы говорим, ребята, мы все взвесили, но мы понимаем, что у них, кроме ресурсов, есть вот эта потребность во внутренней коммуникации со своим электоратом, и у них, поскольку ресурсов не хватает, им придется работать на вот эту маленькую победоносную войну, и это будет Украина. И мы вот просто выкладки, да, никто не верил, нас обсмеяли, эксперты но мы продолжали настаивать. Вот что интересно, мы остались на своей точке зрения. И когда произошло, вот сейчас Добровольский в своей школе, он просто рассказывает о том, что реально вот мы проанализировали, и мы к этим выводам пришли. А потом для всех так нечакано вот в Украине, что Россия вот так себя повела. Ну, Красулина-то не дала. Ну, по так крайней что я мере. думаю, что вот мы, коли говорили, что это замова на вас поступила однекуль зверху, то я думаю, что это зверху и крыху усходней туды. Может, ФСБ на вас дала замову такую. А то сидит тут у Беларуси, в Минску, раскрывая тайны Кремля. Я так надеюсь все-таки, что ФСБ не может влиять на наших силовиков. Я верю в наших силовиков. Я все-таки верю, что в вопросах суверенитета они все-таки будут стоять на позициях за Беларусь. Добре, вернемся до суда. Скажите, вот коли шли судовые посяджэнні, вот была у вас, ну я не ведаю, там, может быть, не 100% упевненность, але вот, ну, там, хотя бы там на 50%, что магчыма и такое рашэнне, потому что, ну, выбачаюся, але я чамусьці быў перакананы, что не отступятся яны. Калі прынялі такое рашэнне, то так и будет. Вот. Я, как сказать, процентов на 90, на 95 я считала, что вышлют. Раз они приняли такое решение, и они прут на него очень быстрым вот этим, они даже себе не оставляли как бы времени подумать, было видно, что они очень быстро идут к завершению как бы, да, процесса, и поэтому я считала, что ну, шансов крайне мало, крайне. Другое дело, что суд – это тот процесс, в котором участвует вот еще сторона защиты, участвует пресса, участвует общественность, то есть поэтому суд – это принципиально важно, потому что мы можем донести свою позицию. Ну, в общем, и все. В остальном я прекрасно понимала, что суд ничего не решает. Решает совсем не суд. Про тое, хто ж все ж таки вырашае і, может быть, хто паўплываў на такое рашэнне, мы паговорым крыху пазней. Зараз 3 хвіліны навінаў на Еўрарадыё. Я нагадаю, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. У студыі для вас працуюць Дзміцер Лукашук і Ганна Красуліна. Слухайце Еўрарадыё. Рухайся з нами. Єврорадіо. Якось він її залишив просто посеред пустого міста на зупинці. Мегаполіс кожен став на тихий острів, де юрба там хвилі сині, хмар криниці. Стало темно і самотньо, та згодом і птахи з дерев гукнули. Пусте шепотіло листя, смішна та втрата. Не сумуй, сестро, кращого варта.
Новини – наша справа. Вітаю, коротка пра асноўныя падзеі. Старшыня палаты прадстаўнікоў Владзімір Андрейченка адмовіўся выйсці пагаварыць з актывісткамі руху «Маці 328», якія пікетуюць парламент. Жанчыны просяць падоўжыць сесію і прыняць папраўкі да наркатычнага артыкулу 328 крымінальнага кодекса, якія змякчаюць пакаранне за дзеянні з наркотыкамі без мэты збыту. Андрейченка заявіў корэспандэнту Еўрарадыё, што да маці выйдзе старшыня парламенцкай камісіі па нацыянальнай бяспецы. Экс-намеснік міністра ўнутраных спраў Валентин Михневич. Маці ж у прыватнасці заявили. Но мы будем просить продлить сессию и рассмотреть законопроект, который в первом чтении был принят подавляющим большинством голосов. Тем более утвержден этот законопроект. И насколько нам известно, никаких изменений в него не вносилось вот в этот межсессионный период. В процессе сессии не было заседания парламента по этому вопросу. На рабочей группе тоже конкретно ничего не говорилось. Лукашенко назваў адсталай інфраструктуру Менска. Заява прагучала сёння на нарадзе з актывам сталіцы. Менск стаў горадам для машын, а колькасць аўтамабілістаў зашкальвае. Адзначыў Лукашенко, грамадскі транспарт не адпавядае патрэбам. Дапамагчы ў сітуацыі павінна метро. Лукашенко звярнуў увагу, што павінен развівацца і электратранспарт, электробусы, электрамабілі. Асаблівую значнасць набывае, маўляў, у сувязі з гэтым запуск АЭС. Таксама Лукашенко заклікаў адмовіцца ад пластыкавай тары, бо яна шкодзіць навакольнаму асяроддзю. Пачаць прапанаваў з бутэлек для вады. У нас дастаткова вытворчасці шклянога посуду і не трэба цкаваць людзей. У вялікіх і малых начальнікаў ужо вадзіцца ў шкле. У свеце пайшла тэндэнцыя вызваляцца ад поліэтылену, заявіў у прыватнасці Лукашенко на нарадзе. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамова. Мой сённяшні госць, прэс-сакратар Аб'яднанай грамадзянскай партыі Ганна Красуліна. Гаворым пра тое, як ёй ўсё ж такі удалося адмяніць ці дабіцца адмены сваёй высылкі з краіны. Спадарня Ганна, яшчэ раз вернемся да суда. Вот вы сказалі, што былі упэўненыя на 95%, што суд не зменіць рашэнне, высылка непазбежная, тым не менш змагаліся, хоць яны прыспешвалі як маглі. Тым не менш, вот што, на ваш погляд, не паўплывала на змену рашэння суда? Это такой комплекс факторов, который включает самые-самые разные факторы и стороны. Значит, во-первых, сама команда, которая работала на суде, да, это мой адвокат. И был такой у нас представитель общественности. Есть такая, оказывается, в суде. Можно такую роль, как это сказать, выбрать, да, когда приходит человек, и он представляет общественность. Он не на одной стороне, не на второй стороне, а он как бы со стороны общественности наблюдает за законностью. Он крайне редко используется, но Гарри Петрович Погоняйло рассказал нам об этой возможности и предложил свою помощь. Конечно, мы ее приняли, потому что... До речі, хочу адзначыць, што вот гэты працэс прапановы сваёй дапамогі ў якасці грамадскага такого вот назіральніка Гарри Петрович агучыў падчас папярэдняга нашага эфіра на Еўрарадыё з Ганнай Ганнай Красулінай, выбачаюся, і Гарри Петрович тут таксама прысутнічаў. Да. И вот эта команда сработала очень классно в том смысле, что, во-первых, они очень четко, очень логично показали всю необоснованность вот этого вынесенного решения, показали, что оно не сбалансировано, оно не пропорционально. Они привели большое количество вот этих вот законов, деликтов, на которые они, вот, учитывая там международное законодательство, которое, в частности, в нормальных странах, оно обязует государство дождаться решения Комитета по правам человека, если там жалобы рассматриваются. Наше законодательство, конечно, это не предусматривает, вот, но в любом случае это все звучало, это все было так построено, именно тактически, что позволило перенести процесс на второй день. На самом деле, по поведению судьи было видно, что она хочет в первый же день довести полностью до решения, которое лежит у нее там в комнате. И вот только треба за ним сходить туда. Да, она все вот туда порывалась за ним направиться. Но
моя адвокат очень четко, она просто начала, когда это поняла, она просто начала ходатайство за ходатайством подавать. И вот это ходатайство за ходатайством привело к тому, что сторона ответчика, называется сторона, значит, представители заинтересованной стороны, вот так. Они начали просто путаться. Там выставили таких, знаете, молодых ребят, которые не очень опытные, поэтому согласились на эту очень неблагодарную роль. Их выставили, а они реально не подготовлены к таким процессам. К состязанию они не готовы, что суд — это состязание сторон. И они начали путаться. И в какой-то момент они просто поддержали ходатайство моего адвоката о том, чтобы приостановить рассмотрение вот моего вопроса, да, моей жалобы, до того момента, как придут решения Комитета по правам человека по моим вот этим сообщениям. И они поддерживают, судья понимает, что она осталась на том боку одна. То есть, что когда все поддержали, по сути, ей надо принимать. Короче, она поняла, что все плохо, и она перенесла процесс на следующий день. И вот мне кажется, это один из факторов, потому что за этот момент, за этот даже день, во-первых, стало понятно, насколько несостоятельно вот это вот решение о моей высылке. Это первое. Второе. Набирала большую мощь волна, которая, вот она началась от наших правозащитников, наших журналистов, наших политических лидеров, политических активистов, которые все единогласно высказались на моей стороне. Это, я тоже так думаю, что редкий крайний случай в нашей политической жизни, когда просто не было никаких споров, и все поддержали однозначно требование остановить высылку, отменить ее. И когда это все стало нарастать, когда это все достигло уже международных средств массовой информации, оно стало доходить и до международных структур. Там требуется, сами понимаете, там требуется перевод текстов, там требуется, то есть вот не так просто, да, в Европарламент там. Но дошло до того, что, по слухам, это было уже мое дело на личном контроле Могерини. Высказался Жозеф Доль, да, президент Европейской народной партии. Это крупнейшее объединение правоцентристов. Туда входит огромное количество. Это самая крупная фракция Европарламента. То есть это... Ну, сябрами якой, скажем, этой партии з'являються, до прикладу, канцлер Німеччини і фактично всі лідери європейських країн, у тым ліку, там, скажем, Петр Порошенко, лидеры вот некоторых наших белорусских партий, ну, вот такие да. вот истеблишмент политичной Европы. Подключились все наши соседи, да. Литовские парламентарии высказались с официальным заявлением. Поляки были готовы уже, да. То есть происходило такое, знаете, то есть вдруг к вот этой вот мощной волне нашего такого, не побоюсь сказать, гражданского общества присоединилась еще серьезная поддержка международных структур. И спецдокладчики уже начали задавать вопросы. Представляете, что это такое? Это означает, что Маккей на любой встрече получал уже вопрос, а что это за дело Красулиной? Вы вообще как? Объясните. И вот когда дошло до вот этого «объясните», то есть это дело... А нечего зайцам ездить в автобусе, говорит Маккей. Вот как-то так. Как-то так. Ведь это невозможно объяснить. Вот нормальному человеку, вот в Европе, невозможно объяснить, что... А мы вот так в интересах общественного порядка, как моя адвокат говорит, так подождите, а вы же там, общественный порядок, Гарри Петрович, общественный порядок, вы можете объяснить, что это такое? Где вы брали определение? В каком законе? В каком законодательном акте? Может быть, Совет министров принимал такой, значит, деликт? Тот такой, теория государства и права. Мальчик, вот ответчик. Гарри Петрович говорит, подождите, это вам для общего кругозора студентам читают. А в законе вы какое использовали вот определение общественного порядка, чтобы вынести на основании вот этого общественного порядка такое решение о высылке? Ну, то есть там было, конечно... Ладно, громадский порядок. Вы же там еще некие там моральные каштовности? Там, Нет, они только на моральные, значит, на вот в интересах общественного порядка. Вот так звучала формулировка. И что вот представьте, наш закон о высылке, он удовлетворяется такой формулировкой. В интересах общественного порядка. Это означает, что, ну вот я посмотрела на тебя и говорю, оба-на, что-то ты... Здається, мне ты громадский порядок. Вот тут вот да. интересы его не выконываешь. Как там
руками размахиваешь, да, матом разговариваешь, ну, мне так показалось, да, и все, и можно высылать, по сути дела. Причем, вот понимаете, это вообще такое... Мне яшчэ один момант цікавы. Нас же ж любяць расказваць пра тое, што наш суд дзейнічае сыходзячы з прэзумпцыі невінаватасці. І тут вот такі момант, як мы уже сказалі на самым пачатку, штрафы былі і былі аплачаныя. Да. І тут раптам кажуць: ой, а у вас там один штраф не аплачаны. Вы кажаце: аплачаны. А дакажыце. То есть вот не яны павінны даказаць, што у вас не аплачаны штраф, а вы павінны даказаць, што у вас аплачаны. И самое смешное, что они обязаны следить за этим, они обязаны собирать эти бумажки, не я, это их обязанность профессиональная. И вдруг они мне говорят: а через 1,5 года найди ко мне копию квитанции. Представляете? Через 1,5 года копию квитанции, когда ты давно оплатил и забыл об этом. Ну, я нашла, привезла эту копию квитанции. Это, до речі, навука на будучае, я думаю, не толькі грамадскім і палітычным актывістам, але ўсім людзям. Лепш усе квітанцыі захоўвайце. Вот як амерыканцы робяць, яны нават чэкі з крамаў захоўваюць. А тут уже, калі казаць пра квітанцыю штрафаў за безбілетны праезд, то будьте добры, захоўвайце гадоў 10 як мінімум. У нас размер квартир не такой, как у американцев. То есть я не представляю себе, сколько квитанций и как потом найти в этом ворохе квитанций. Вот же еще что. В общем, это сложный такой вопрос. Опять же, очень некрасиво, что они мне это озвучили только во время суда. То есть они до этого не ставили вопрос про неоплаченный штраф. То есть это было вообще очень так нечистоплотно, некрасиво с их стороны. Вот. Так вот, что мы получили. Мы закончили на том, что когда поднялась вот эта волна, когда к нашему гражданскому обществу присоединилась еще международная общественность, то вот тут произошло что? Вот начали взвешивать реально вот эту ситуацию. Те люди, которые принимали решения, они понимали: хорошо, мы получаем плюс, что мы, Объединенной гражданской партии наносим очередной удар, и, возможно, она будет менее доходчивой, она хуже станет работать со СМИ и с гражданами. Окей. Выкинули мы Красулину, опять же, приятно, она там какие-то неприятные вещи про нас говорила. Сделать пакость, под Новый год выкинуть. Хорошо. А что мы в плюсе? А с другой стороны, мы получаем вот эти все, запросы, очень неприятные, которые дошли на какой-то высокий уровень. Почему-то все озаботились судьбой вот этой непонятно, не очень видной даже, сотрудницы партии, чего. То есть наши настолько не ожидали, и когда они стали взвешивать и понимать, что это же не просто, а это нарастает. Дело в том, что международная волна, она только пошла. Она сейчас докатится, все это попадет во все сводки. То, что я говорила на суде: ребята, есть же понятие суверенитета страны, да, это важно, потому что Россия будет разыгрывать эту карту. Есть понятие имиджа, это важно, потому что по имиджу строится не только рейтинг приятная или неприятная страна, чисто впечатление, да, но и даже чисто экономические взаимоотношения со страной, они строятся по имиджу. Если вы выкинули иностранца за безбилетный проезд, то какой нормальный инвестор, да, придет с деньгами, чтобы здесь что-то построить, с технологиями и рынками сбыта? То есть, если вы так выкидываете иностранцев, это же большое предупреждение. То есть это ваш бизнес-климат опять пшик. Вот и все. Получается, что вы МИД несчастный одной рукой, пытается летние игры проводить, вот эти вот европейские или какие, чтобы за бешеные деньги, чтобы чуть-чуть как-то имидж страны подкорректировать. Мы ж тут стараемся, у нас спортсмены есть. И тут другой рукой, получается, усилиями силовых структур, которым имидж — это пустое слово, они не понимают в этом ничего. Головное, порядочек как был. Да, они берут и наносят такой удар, который будет стоить бешеных денег потом на выходе, когда мы начинаем работать с МВФ, прося кредиты, понимаете? Это просто, когда наши силовые структуры не хотят согласовывать свои действия с МИДом, да, с теми, кто что-то... Что-нибудь разумею в этой? Да. То есть это столкновение этих ведомств, когда у одних одна задача, у других другая, между собой коммуникации никакой. Я говорю, я надеюсь, что Маккей,
узнал это хотя бы из нашей прессы, а не при запросе спецдокладчика об этом деле. Вот я надеюсь. Ну, я зразумеў вашу пазіцыю. Мне цікава яшчэ такі момант. Вот вы сказали, у нас усе узняліся ў вашу абарону, пачынаючы ад праваабаронцаў, журналістаў да там палітычных партый і гэтак далей. Захад таксама ўстаў на ваш бок. А ўсход, вот у амбасаду якога вы звярталіся, вот нейкі розгалас там быў? Может, там Жириновский в вашу оборону выступил? Там написала русская служба «Радио Свободы». Русская служба BBC сделала ролик очень красивый, симпатичный. Возможно, он пошел даже и в западную программу, не знаю. Чисто человечески, значит, меня очень поддерживали. Леонид Гозман. Наши, опять же, все наши. Вообще, на самом деле, я просто не очень слежу сейчас за политикой российской и за тем, какие там настроения. Но мне очень хочется верить, я вот надеюсь, что на самом деле та 80% поддержка политики Путина, о которой мы все время слышим и видим из телевизора, я надеюсь, что это такая же ложь, как поддержка нашего Александра Егоровича. То есть я надеюсь, что большинство россиян на самом деле не поддерживают эту политику. Ну, мы зразумелі, што не толькі рашэнне аб высылцы Ганны Красулінай было прынята дзесьці наверсе, але і рашэнне аб адмене гэтага рашэння было таксама прынята не ў судзе, а дзесьці наверсе. Однако причиной явилась консолидация общества и очень совместные, консолидированные, направленные усилия всех нас. Добра, суд закончыўся, дзякуй Богу, што закончыўся станоўча да вас. Мне цікава крыху будучае. Вот хай вот як там вот калі пажартаваць, Жириновский некалі таксама сказаў то самае: кажыце пра мяне што хочаце, галоўнае не забывайце, не маўчыце. Вот такім чынам, такім вот чорным судовым піярам з ціхага супрацоўніка незаўважнага Ганны Красулінай зрабілі такую медыа і палітычную персону. То есть вас добра так раскрутили? Однозначно. То есть теперь я крупная политическая фигура, достаточно известная. Причем способ они выбрали тоже, ну я бы сказала, катастрофический. Вот если бы они что-то понимали в пиаре, они бы никогда не выбрали этот способ. Представляете, несправедливо выкидывать человека, разлучаясь с семьей и старенькими родителями. Мне даже интересно, у какого человека в этой ситуации были бы, как бы вам сказать, кто бы поддержал такое решение. Всегда, если вы начинаете несправедливо и очень жестко нападать на человека, у общественности возникает желание защитить. И это совершенно нормальное человеческое желание. И поэтому в данном случае, да, они так построили эту кампанию, ну, как лучшие пиарщики, как лучшие мои пиарщики. Да, вот я вам скажу, вот калі вот платить за такой пиар, то это дорого каштовало. Именно, да ты так не сделаешь, захочешь, так не сделаешь. Это ж надо было додуматься и так суметь, и так в одну точку бить, что и так быстро, что так резко возникла эта волна. Они думали, что они вот этой скоростью, да, проскочат. А это наоборот, это так нарастало и так возмутило людей. И знаете, это такой хороший знак, что наших людей возмущает несправедливость, и они готовы объединяться. Зато теперь мы с вами имеем вот этот вот пример того, что эту систему можно продавливать. Мне Оля Карыч написала, мы с ней знакомы не были до этого случая, представьте, но она вступилась и с огромной скоростью сделала материалы и коммуникации с иностранцами, там перевела и все разослала. И она мне говорит: ты не представляешь, что ты сделала. У меня, говорит, в Вайбере сейчас группа женщин, которые борются за свободу своих детей, я так думаю, что это 328. Она говорит, они там шампанское пьют и поздравляются, потому что, боже, какое счастье, оказывается, это возможно. Оказывается, это возможно, если мы вместе. Дякую вялікі. Ну вось на такой аптымістычнай ноце мы і завершым размову з будучым лідарам аб'яднанай грамадзянскай партыі Ганнай Красулінай. Зміцер Лукашук працаваў у студыі, сумесны стрым Еўрарада і Е-прамовы.